куда уж прямее нарушать, как говорится, даже общепринятые человеческие нормы. Вот. Но тем не менее, по процедуре я пойду до конца. Ну, в итоге, конечно, Высший конституционный суд для каждого участника этого процесса состоится. Этот Конституционный суд, Высший конституционный, это время, это позорное решение. Оно, скорее всего, таким и останется, потому что ведь это запрограммированное решение, заданное решение. Я не вижу вины даже судьи собой, понимаете? Потому что она винтик этой системы. Вот. Я только об одном сожалею, что, понимаете, вот, я в возрасте нахожусь в определенном стране, в которой я, собственно, и служил, понимаете. Сейчас вот с таким сожалением глубоким принимать то, что страна в огромной яме находится. Ее тянуть, ее спасать надо, знаете, иначе. Вот сегодня судили меня, не исключено, что эта тенденция судящих начнется, понимаете? Потом еще пересуживать начнут. Это остановиться, просто надо остановиться, разобраться. И, знаете, я начинаю бояться наших сотрудников органов внутренних дел. Просто их боюсь. Потому что на ровном месте любой человек абсолютно от их беззакония не застрахован. Вот пример, самый очевидный со мной случился. Я же не отрицал то, что в защиту людей, которых, как говорится, мы сейчас дышим, а они задыхаются там в неволе. Вот я в защиту этих людей по доброй воле наклеил листовку, лист А4 формата с определенной информацией. Может, кому-то она послужила определенным ориентиром. Ну, цель была такая. Правонарушений в этом не нашли. Но, тем не менее, власть же не говорит о том, что вот за это мы тебя наказать не можем наказать, нет у нас оснований. Но они находят другой способ, как надавить на человека, как задавить. И этот способ вымышленный. Вот против этого вымысла, неправды, приходится бороться. А здесь у нас мало сил пока, просто мало сил. Но я думаю, что в обществе наступает такой вот критический момент, когда один факт, второй факт, десятки, сотни фактов, они складываются в одну линейку, и в итоге начинается кипение. Вот это кипение идет сейчас у нас в Беларуси.